حقيرة مقيرة غامرة غدوك حدوخة مدوخة غكورة غدوك. Сегодня, 19 апреля, задержали председателя Совета ТЭПов ингушского народа Малсага Ужахова. Приехали в масках, не предъявляя никаких обвинений, ни постановлений. Задержали и 6 часов утра и увезли по направлению в сторону Нальчика. Общественность, все ингушское население возмущены действиями правоохранительных органов, незаконным поведением этих силовых структур. Дело в том, что задержали многих, больше полсотни молодых людей. Суды выносят судебное решение абсолютно по недоказуемым статьям. И по этому поводу мы сегодня собрались на очередное заседание Совета ТЭПов. Слов не хватает, цинизму, беспределу, то, что творится в этой республике, маленькой республике. Я лично сам обязуюсь до конца жизни этих людей, которые незаконно преследовали, этих молодежь, нашего председателя Малсага Ужахова, который незаконных постановлений, незаконных судебных решений, до конца жизни, чтобы они помнили о тех незаконных действиях своих действий. Мы это постараемся. Берков Мурат. Весть о том, что задержали нашего председателя Совета ТЭПов Малсага Ужахова, она быстро разнеслась по всей республике. Тот, кто это сделал, а мы знаем, кто инициатор, рассчитывал на то, что обезглавить нас. Эта цель удалась. Но не в полной мере, не так, как хочет глава нашей администрации Евкуров. Вот по этому вопросу я бы хотел маленькую вставочку сделать. 18 октября на Всемирном экономическом форуме в Валдай Владимир Владимирович Путин сказал на вопрос одной немки: ситуация в России накаляется, изменилась, неспокойная. Как бы вы могли, Владимир Владимирович, прокомментировать эту ситуацию? На что он сказал: человек – это биологический объект, и он требует изменений. Так вот, я отныне буду называть его биологический объект. Этот биологический объект, Евкуров, он рассчитывает обезглавить наше движение протестное, запугать оставшуюся часть и создать видимость о нормализации обстановки в Ингушетии. Ошибается. Здесь срабатывает обратный эффект. Люди, тем более родственники и близкие, и мы, друзья, тех, кто сегодня репрессированы, мы более ожесточенно, более настойчиво будем добиваться теперь тех требований, которые мы предъявляли. А теперь уже наши требования прекратить политические репрессии. Владимир Владимирович, на том же Валдае вы сказали, ответили этой немке, что вы занимаетесь, вы знаете о том, что обстановка меняется. И мы меняемся, мы работаем над тем, чтобы нормализовать ситуацию. Мы сняли такого-то губернатора, такого-то, и приводили пример. Все правильно было. Мы ждем от вас, Владимир Владимирович, когда дойдет очередь до Ингушетии, когда этот биологический объект Евкуров, придет его очередь. Я вам приведу много примеров, потому что вот эту взрывоопасную обстановку в Ингушетии создает именно его работа, его действия. И каждый раз с тех октябрьских событий, каждый раз он это усугубляет, эту ситуацию. Пример тому.
мы еще не успокоились после митинга двухнедельного, он тут же заявляет, самый острый вопрос – это сохранность наших территорий. Он тут же заявляет, я за то, что укрепление границы Северной Осетии в существующих границах. Зачем? Кто просит? Это еще накалило обстановку. Вот почему мы требуем митинг. И сейчас будем требовать, чтобы высказать свое мнение. Теперь с учетом тех политических репрессий, которые происходят. Каждый тейп наш, который о нас 93, мы все будем подавать заявки на проведение митинга. Вот эту обстановку накаляет только он один. Запугать вот этими безномерными Уралами, но это же не военная ситуация сегодня в Ингушетии. Мы же мирные люди. Россия видит, наверное, тут же журналисты будут, что мы мирные люди. И мы и митинги проводим образцовые. И требования наши справедливые. Когда вы нас, Владимир Владимирович, услышите? Желательно, чем раньше, тем лучше. Слово имеет Плиев Магомед. По поводу задержания нашего председателя Совета Тайпова Ужахова Малсика, я бы хотел обратиться к надзорным органам, прокуратуре Ингушетии. Куда они смотрят? Они же надзорный орган. Что сегодня творится в республике? По-моему, к нам в Ингушетию вернулся 1937 год. Бериевщина. Сегодня арестовано более 50 молодых людей и лидеров нашего движения. Я обращаюсь к прокуратуре. Где ваша работа? Следственный, по-моему, уже начали заезжать в республику. Не наши следователи занимаются, а из других регионов. В частности, из Кабардино-Балкарии. Малска сегодня забирали именно из Кабардино-Балкарии следователи. До этого были в Плиево, селение Плиево проходили обыски. То же самое были представители Кабардино-Балкарии. Я обращаюсь к кабардино-балкарским друзьям нашим. Подайте свой голос в защиту ингушского народа. И к всем соседям, которые вот живут с нами. Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Дагестан, Карачаево-Черкесия. Сегодня ингуши одни, станьте рядом с нами. Прекратим этот произвол и безвластие. Мы требуем только соблюдать законные права, конституционные права нашего народа и всех народов России. Мы за Конституцию, за порядок и справедливость. Противоправного мы ничего не делаем. Митинги у нас образцовые. На митингах мы требуем соблюдения конституционных прав нашего народа. Малсика Ужахова и всех, кто с ним до него были арестованы, надо немедленно освободить. Не доводите ситуацию в республике до взрывоопасной. Она уже подошла к этой черте. Я обращаюсь к правоохранительным органам Республики Ингушетия, к прокуратуре. Услышьте нас. У меня больше нет чувства. ويقوموا خرج هذيت أنا دوي وين واش دقيقة وين نو قصد قبوش وين كورت قبوش خرج سجور мы выбрали нашего, нам достойного и работящего человека, который повел бы по правильному, верному пути. Но сегодня власть, придержащая Евкуру, его пособники, так скажем, даже его хозяева, решили вывести нас на провокацию, подвести нас к провокации. Но мы не поддадимся этой провокации. Мы будем вести работу так же, как говорил Малсик, в рамках закона и правопорядка. Дал эту бахтубы. Сегодня у нас забрали председателя народа практически, потому что Совет Тайпова Мичиара
Камен глава, он мехдавый, территориальный глава. Халвар, и Малсак, и должность председателя, это Камен давый. Там довольно Камен Халховяк, Кави, Массани, Хамадухер. Там он обезглавит деревень язык и временно. Там он освяхивал чувашки, виновных искать нам не нужно. Ликвидация Шандихов, когда они с какого времени они пытаются ликвидировать Совет Тейпов. С какого времени они пытались ликвидировать муфтият. Каких только здесь делегированных не было направлено на командировку людей с Министерства юстиции, со всех органов власти, пытаясь, уже подменяя наше Министерство юстиции, как они пытались ликвидировать. Малсак, Малсак, оратор, рупор народа вырос. Вот как сегодня 2-3 человека выступают, все остальные молчат, поэтому он брал все на себя. Была возможность, что и уважать среди молчан. А связь Кедзик солидарно халдисам. Солидарно нужно растаскивать, и каждый должен высказывать свою боль, свое несогласие, то, что мы по отношению к общине, с чем мы не согласны, если мы не будем заявлять, а потому что тейпаж мулати, дух по нахмулати, калвар мауэр, там адл был вордлат, вожденра, если авторитетно избраны должны, значит они должны слушаться вас. Дал вот Тубаху, дал борца Болбу, дал Диканзина Думу.